Вот Конституция Чеченской Республики. Вывешены, здесь их не видно, флаг, герб. До годовщины референдума остается несколько дней, а в библиотеке у Зайндаты Здамировой уже организована выставка. 13 лет назад этой женщине посчастливилось быть практически в эпицентре тех судьбоносных событий. 23 марта 2003 года она была членом избирательной комиссии села Харьковское и своими глазами видела, как жители села делали свой выбор. Выборы всегда начинаются в 8 часов. Конечно, волновались. Боялись мы тоже. Вдруг у нас не состоятся выборы. И провал будет всему. До открытия у нас люди уже стояли. И чтобы выбор сделать, приехали домой и сделали свой выбор. Чтобы у нас было спокойно и кончилось, чтобы покончить раз и навсегда с этой войной. Мы с мнением народа не можем не считаться. И я думаю, что мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. Мы избавимся от тех, которые хотят постоянной войны нашей республики. Спустя годы его слова станут крылатыми, а сам он национальным героем. Архивные съемки хранят память о событии, повернувшем ход истории чеченского народа. В апреле 2002 года Ахмад Хаджи Кадыров возглавил Государственную комиссию по разработке Конституции. А 23 марта 2003 года прошел референдум, предопределивший развитие региона. Позже президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции так прокомментирует это событие. Когда было принято решение о проведении референдума по Конституции, то очень многие сомневались, стоит ли это делать. И, конечно, сказать откровенно, для федерального центра был очень большой риск. А вдруг люди не придут? Результаты, как вы знаете, произошли, я думаю, все ожидания, в том числе и в самой Чечне. Это огромная победа. Чеченский народ заимел документ, что Конституция – это паспорт республики. Народ определился, где быть и как быть ему. Это большая победа. Валид Матаев 13 лет назад возглавлял избирательную комиссию села Харьковское. Вспоминает, до проведения референдума по Шелковскому району прокатилась волна убийств. Сразу в 2 селах боевики расправились с главами администрации. Членам избирательной комиссии угрожали, а за несколько дней до выборов бандиты распространили информацию о возможных терактах на избирательных участках. Когда я подходил к участку, у меня было такое ощущение, что это было до 7:30 еще. Что у меня было ощущение, что вот действительно вот что-то сейчас назревает. Момент действительно был опасный. В любое время могли убить, уничтожить. Это все было у нас. Но когда я стал подходить ближе, люди улыбаются, встречают, здороваются. И как-то сразу отлегло. И к моменту открытия у нас уже создалась очередь. Главный документ республики был принят всеобщим голосованием. В тот день каждый внес свой вклад в дальнейшее развитие региона. Это была личная победа каждого жителя республики. Люди просто устали ждать чего-то хорошего, устали от войны, от напряженной ситуации, когда каждый день выходишь, с семьей вроде прощаешься. Тогда у нас было 512, по-моему, избирателей в селе, и из них 93,8% у нас проголосовало на 15 часов. Каждый год в преддверии годовщины со дня проведения референдума участники тех событий собираются здесь, чтобы вспомнить, как сложно им далась эта победа над злом. Спустя годы Чеченская республика доказала, вера во Всевышнего и надежда, что самое лучшее еще впереди, способны поднять народ и поменять ход истории. Седа Сапарова, Муслим Типаев. Новости.